Всем привет! Я Олег Самана, автор этого проекта фильма. 23 февраля город Чебоксары пополнился еще одним музеем, музеем старины, и я бы сказал, музей истории нашей Родины, Советского Союза. Нельзя сказать, что вот народ ничего не производил, не делал. Такие вот изделия есть и хранятся в этом теперь музее, о которых мы даже и не подозревали, и мы не знали, и не видели, которые выпускала, производила Советский Союз, весь народ. Любопытный музей. И я бы предложил бы всем своим зрителям найти время и посетить этот музей. Музей интересен. Начинаю рассказывать некоторые вещи. Вот глядя, вот это где? Рубаха украинская. Украинская. Все равно повесили, подарили. Вернее, купил за 200 рублей, честно говоря. А вот это Сирия. Сирийская. Тоже интересно, так ведь? Конечно. Вот. Ну, это уже чувашская. Да, это украинская. Все время дружили. Да, да. Это все вышивка, ведь вот Ну, здесь. да, ручная понятно, вышивка. да, Фактически это дорогая вещь. Конечно. Ценим. Украинцев, конечно, тоже ценим. Так, ну, далее тут флаги и так далее. Это спецовка профтехучилищ, наши учились. Ну, самый, как бы, коренной это инструмент, экспонат, это ткацкий станок. Это все вокруг него, вокруг этого станка. Тут не все, конечно, укомплектуем там, все доделаем. Мечта есть, чтобы сесть вот сюда и выткать там несколько метров ткани себе на рубашку. Но далее, это вот инструменты некоторые рогожие, кули из липы. Вот они новенькие там лежат. Не было тогда материала для мешковин и мешков. И зерно возили на это, и уголь на этом возили, в этих мешках, кулях там, самой кули, вот свежие даже. Ну, это алатовское производство лыжи, и посуда деревянная, в основном она деревянная была. Вот детей удивляет, вот, когда приходят, а это для чего? А это для чего? Говорят, вот так, качественно сделано. Да я говорю, это ложка Гулливера. Для бани, что ли? Для Гулливера, говорю, ложка. Вот у нас через деревню проходил Гулливер. Сел обедать. Ложку забыл, мы подобрали. Это для приготовления пива. То есть сусло из кадушки переливает через катку ржаную солому, фильтрует. Вот это технология такая. Ну, остальное тут бочки чисто для меда. Вот это емкости для меда, медовые. Вот, ну, посуд, понятно. И еще вот это сито, это для просеивания угля. Наша деревня, Верхнегумашка, жила производством этого угля. Картина там есть, технология. Из березы, так ли? Из березы, дуба, ольхи. Вот зыбка, 70 лет. Сыпка чего шло было? Сыпка, да. Сыпка. Да, сыпка. Почекайте, штинжурал на земле. Ну, крупорушки, само собой, они в каждом доме были, вот эти, практически в каждом доме были. Это колеса телеги, у нас макеты там есть, изготовлены тоже. Наша деревня занималась. Махорку дробили. У нас выращивали колхозы махорку. Редко курили это, как там, чего мы курили в основном? Табак. Вот действующее. Действует. Да. Вот очень интересно еще, смотрите, обратите внимание, коромысло. Вот такого коромысла я увидел впервые. Обычно, вот коромысло кончается, здесь крючок железный, а тогда еще, видимо, и железа-то не было. Да, это вот не один. А это какое дерево? Бриссур, ну это дуб, скорее всего. Дуб. Значит, что люди умели гнуть. Да, ну а как же там, да. Вот это коромысло такое. Да, чудо. Находка. Бриссурье, да. Бриссурье, ну это
табач. Это лен. 70 лет зыбка. Лен одевала нас и кормила. Да. Колхоз, наш колхоз, значит, был удостоен ордена «Знак почета». Это урожай свежий, 2011 года. Вот. И еще прошу обратить внимание, вот дамская нога, ходили у нас на каблуках, видите? Каблуки. Да. Не просто так ходили, а каблуки самые настоящие. Да, Один дедушка принес. Халли, Да. Но это каблуки, наверное, оберегали лапти. Ну, естественно, конечно. там И от шляпы, дождя, и грязи, и берет, влаги. так далее, да. Инструменты, да. Но ценю это тоже вот этот радиоприемник, вот этот, Родина, батарейный приемник. Электричества не было, батарейный радиоприемник. Хорошо работало. Это тоже соседнего колхоза, печатная машинка. Вот. Ну и в деревнях тоже интересовались, и искусство. Больших картин не было, но занимались, рисовали, там все-таки художники. Приезжали, переезжали, да. Это холсты, ткани, Домотканная. домотканная. Это уже портянки. Специально узкая ткали. Обычно сама рубашка она шире, вот рубашечная ткань, она шире. А это портянки. Да, под этот. Шабада Вали, Да. Шабада Вазыва. Смотри, Ага. такого не видел. Ну, это чуть потолще. Да. Это в Егоркино мне И зимой. сестра подарила, Смотри. сводная. Сыхлан завел, да? Че, я взял. Ну, это деталь ткацкого станка. Здесь еще, ну, понятно, швейные машины. Вот тут утюги, древние весы, вот Да, первобытные. да, да. Ну, это не сколько древние там, кооперативные, райповские весы. Райповские. На самом-то Ну, деле, раньше, да, райповские такие весы. были, Интересная вещь тоже, деревянный фонарь, все полностью деревянный там, Ну, да, вон с той стороны. Но я хочу для телезрителей, значит, Самоната Беля показать утюги древние. Люди обходились без электричества. Клали туда угли деревянные. да, да. С узорами тут. Да, и, пожалуйста, утюг, Да. утюг готов. Да, сейчас на газ такие ставят, вот, у некоторых. На газ, да? Вот есть вот А, такие, вон те- да. То есть люди до сих пор помнят опять и не выбрасывают, да? Вот Вот что хочу заметить себе. Народ хотел жить культурно. Утюги, да нафиг бы там, куда ходили? Не все-таки гладили, стрелки делали или чего, склад. Алатырская табачная фабрика. В нашем колхозе выращивали махорку, я помню. И здесь нюхали табак. Вот наши партнеры познакомились, обеспечивая такими дефицитными историческими вещами. Это мама Но- у меня порядок Но наводила. это как бы называется, как она одевает вот Я же выбрал. кедры, типа кедров, да. Ну, телеги и сани, это, конечно, производство наше корона было, лампы керосиновые. Вот. Ну и инструменты, там ковши, прочее. Арифмометр это колхоза 1 мая, Феликс. конкретно оттуда. Вот. Эта часть выставки, и потом еще будет интерес. Производство меда здесь будет показано тоже. Ульи будут, все там будут. Все это. Но пока места маловато. Пойдемте дальше. Что интересно, прибор тоже много еще привезем их сюда. это я вижу школьные принадлежности Да, да, да. для детей. Логарифмические линейки. Так, у нас гость уходит. Вот школьные парты детские. Подожди, давай. 10-ю еще позовите. Познакомились. Сергей Петрович, главный редактор. Очень хорошо. Ага, спасибо. Ну, пойдемте дальше покажу. Сергей Петрович, может я загляну? Хорошо. Картина из Санкт-Петербурга. Это солнце. С сусальным золотом сделано. Да. Да. Я думал, это латунь. Да. Что подобного? Это известный художник, фамилию не называю, привезли из Санкт-Петербурга, подарили. Хотели подарить Федорову, президенту.
Да что ты, кому? Давай своим, говорю, кто увидит? Я тебе нет. Солнце, солнце. Солнце это, да, такой вот, образ солнца. А там что-то Ну, это культурный, скажем, отдел. Ну, пластинки, понятно, их куча. Широчайший ряд радиоприемников. Телефония. Первый наш советский кнопочный телефон. Кнопочный телефон. Вот здесь специально мы повернули. Революционный в Смольном находился телефонный аппарат внизу. Вот это справа. Да, справа в углу. Вот, помните, звонит, да. Барышня, соединитесь с Лениным. Смольного. Фонариков, конечно, уже очень много было, света не было, понятно, уличного. Некоторые вообще вот этот новейший есть там, новейший есть. То есть блестят, открываешь, да. Ну, это опять-таки деревенский отдел. Деревня шумела, пела, плясала под гармонь, аккордеоны и так далее. Особенно аккордеонов появилось очень много после войны. Трофейные фронтовики все возили нашу кумашку. Там 3 или 4 аккордеона было только. Остальные гармошки и прочее. Такие чемоданы. Понятно, чемоданы это спутник наш. Рюкзак. Я еще добью еще немножко. Но занимались и туризмом тоже. Чего скрывать-то? Отдыхали культурно, выезжали. А вот история этого чемодана, вот небольшой, Это история чемодана Николая Кимовича Тувалькина, офицера. Это место вот дипломата, видимо, было, маленький чемоданчик там, маленький чемоданчик. Это Тувалькин Николая Кимовича, полковника, ну, ветерана войны. Фотографии есть, да. Это лично его. Ну, остальные из разных мест. Вот здесь тоже, опять-таки, электронно-вычислительная техника советского производства. Сейчас ничего этого нет, но калькуляторы электронные, электрические, они были, сложнейшие были. Схемы другие были. Ну, здесь бытовые приборы, их тоже полно, разные, бритвы там, фены, ну, сейчас и прочее. вот продолжение утюгов, здесь уже династия советского периода. Да. То есть мы смело можем сказать нашим телезрителям, если у вас есть какие-то раритеты, пусть они на свалку не выбрасывают, а Ни в коем случае. приносят сюда. Многие, как говорят, ну елки, не знали, куда нести, выбросили, жалеют. Вот теперь место есть. Здесь у нас будет хранилище, будет большое такое, собирать будем. Все. Весь этаж будет музей, Всё. сейчас полэтажа, 200 квадратов. Так и сообщим нашим зрителям. Это карусель елочная, елка крутилась здесь, электрическая. Сейчас не крутятся елки. А сейчас, по-моему, нет таких крутилок. Ну, это, наверное, есть. Фотоаппаратов, конечно, очень много. Очень много фотоаппаратов, видно, и тут есть. Но он тоже этот, пружинный. Пружины, да, вот механизмы было. Ну, погодите, Целый набор пленочных кино и сам аппарат. Узкопленочная, правда, школьная. Ну, какая разница? Кинопроектор. Кинопроектор, да. Это целый лов. Фотодело. Подъемный ловля. Тут, вот здесь вот, Я его у сына лежал. в этой Очень, кстати, витрине, оказался. ну, скажем, 3 очень ценных экспоната. Это вот внизу автомобиль. Да. Автомобиль. СССР, конечно. Да, СССР. Игрушечный. Игрушечный. И вот это санки. Очень ценные. Проволочные, очень ценные. Купил на рынке за 200 рублей. Долго торговался. Для потомков. Не уступила. Для потомков. Всё это. И, Так. и пушка. Я тоже вижу, у вас и пистолет древнейший есть. Да, есть. Живой? Ага. Стреляет? Но продырявили там боек. Понятно. Теперь только горохом стреляют. Ну, инструменты там, перепелочка, гусли. Ага. Их несколько тоже. Ну и, понятно, уголок, телевизор. Обязательно в каждом доме, в советском доме портрет Владимира Семеновича Да. Высоцкого. Высоцкого, часы, макраме.
удобные кресла, ну и стабилизаторы, и Ну да, трансформаторы, да. Ну, без этого для питания. как же, да. Вот, мы это как бы чисто тематика советской периода. Пока он еще маловат, но есть. Вот пластинка, гимн Советского Союза. Это уже натурально такая настоящая пластинка. Я тогда сразу, Николай Михайлович, страны не могло быть. Здесь не только гимн Советского Союза, здесь все гимны Самана. всех республик. О. Вот эту пластинку я вам Наташа сегодня Победницкая. в честь открытия музея хочу подарить, чтобы она присутствовала в вашей коллекции. Здесь все гимны, не только Советского Союза. Так что вот это вам подарок. Большая ценность. И еще небольшой Евгений, подарок это первые рукопожатия. от родителей, от мамы и от папы, от покойного моего. Это советское время. Обувь мы чистили, если вы помните, были железные баночки Ну да. и были все крема. Они все новые, абсолютно неиспользованные, они все у нас Можно вытащить остались. одну. Вот такие баночки, если помните, были. Вот такие бутылочки, вот написано Сочи. Это все новое, Ну, неиспользованное. для всё. нас это деревенское парня, это было недоступно. И вот даже в тюбиках. Гриф я помню. Вот это все новое не проткнули, так что это вам все в музей. Да. И для вашего музея это все в двойном экземпляре туда, если возьмете Да. верхнюю Все бумажку. очень большое, да. Большое Вот спасибо. в честь открытия музея вам подарки небольшие. Так, вот сюда мы ближе к красному столу. Так, Николай Михайлович, я тоже чуть-чуть хочу ставить. Значит, вот я работаю на заводе ЧЗСМ, у них горшочный цех был, очень на вас напоминает молодость. Да? Это наш Чебоксарский завод строительных материалов. Видишь, в молодости. Хыжалда карты, да вы в цилиндре. Да. А это вот для детишек там в горшочном цехе вот это шахлич. 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 Это тоже для Тоже музейной- наше производство. Да. И тоже Чебоксарский завод строительных материалов. Вот эта вещь, на этом сейчас уже отходит ведь. Да. Ну, сидим, висит все, история. Конечно. Вот Давел написано, не японская, именно СССРская. Ну, там, наверное, еще есть год выпуска. Да, год есть, чего-то, есть. что-то, да. Все это... Конечно, для спасибо. истории. А это все-таки кто? Не Вот, Щекаль? может, очень многих похож на него. И на вас похоже, на чуть-чуть, в молодости. Да мы все похожи. Да, традиция. Все похожи. Она, фильм художник, помню, любая совладели. Не-не-не, ничего не надо. Оригинал. Вот Чисто Евгений модель. говорит, ничего не Как надо. оригинальный же, да. Да испортим Да, только. все, да, это же... Нет, это все должно, не надо ничего убирать. Это чистая стирать. глина. Это все должно в И таком вот, виде вот, быть. допустим, мне принес, вот товарищ принес мозаику этот Ленина. Ну да. С одним посоветовался, не трогай, все Да, испортишь. это раритет. Это Вот чисто... дерешься и испортишь. Мне Вот тоже таким сказали, всем. как есть, так и лучше. Конечно. Это чисто Не уже трогайте, заводской завод строительных материалов. Выпускали горшочный. Логично, в шате каждому лет свинь задавать. Будем думать, надо. Уникальная вещь. Ну, Халю нам уже лет 10 назад сказал, ну Халю бы массу шахлись. Ладно. Это же, это самая свистулька, да? Колхоз закрыли мы в конце концов. Наша уважаемая власть не дала землю. Земель у нас нет там. Ну и слава богу, такие трудились бы. Благодаря им. Силим дочери, куштах тем же. Ну, там немножко оцифер. А так ход помощь. Да. Эта картина, получается, спор Это о земле. Спор о земле сельского поселения Нил Григорьевич. Ну, это наши другие жители, прочие и так далее. Да. Мы уже продисковали, было поля там бараны и так далее. А народ пустил туда стадо. И земли нет. Сейчас там лес растет. Ни себе, ни И в деревне осталось 9 коров. Так, Ничего нет. на их. А это не могу, я говорю, им где пасти, так 350 гектаров земли пустует вокруг, пустует абсолютно. Этот отвернулся, этот голову вниз, вот власть сегодняшняя. А сколько лет назад это было? Это было лет 7-8 назад. Ну, 7-8 лет не тогда. так, да, Ну, не пойдемте так давно. дальше.
Ну и хочу добавить, вот, в создании музея мы приняли решение на общем собрании 20 лет тому назад в деревне. Вначале хотели организовать музей имени Героя Советского Союза Полякова, помещений не было. Давайте, мол, даже я предложу, купим какую-нибудь чей-нибудь пустующую избу, дом, и там организуем. Ну, это у нас предлагали даже и там. Но, однако, мы в 2009 году начали строительство социально-культурного центра, построили его за 2 года, в 2011 году, и там организовали музей, 65 квадратных метров. В течение 15 лет все собирали. Но народа нет, неэффективно. Я обратился с письмом неоднократно главе администрации Шумилинского района Рафинову Лев Геннадьевичу. Министерство поддерживали, рекомендовали им, давайте такой музей и так далее. Хотя бы взять в аренду, отапливать тепло. Денег нету. Ну, я думаю, спасибо Леву Геннадьевичу Рафинову. Зато здесь мы открыли музей хороший. Благодаря усердию местной власти. Они лишились всего там. Здесь, конечно, сюда соберутся и со всей республики, и те будут приезжать там. Но такой толчок хороший для нас оказался. Ну, здесь вот тоже альбомы я и покупаю, и дарят. Это одна семья, дочь подарила. Отец занимался сбором всей информации, культуры, искусства. Все, что самое красивое из всех журналов, газет, выписывали и по-чувашски, и все. И вот 72-й год, сколько лет назад? Да. Годов. Музыкальный синтезатор, переносной. Чехол там лежит. Это фен. И что интересно еще, вот купил недавно вот эту ракету. Это боевая ракета, межконтинентальная. Я лично служил вот на Плесецко-Архангельской области радистом. Вот мы такие ракеты пускали у нас туда. Вот это память мне. Она ручная работа. Здесь Мишка наша известная там. Это производство Саранского завода. Вот сзади кукла. Это произведение работы Дверенина, Терентия Парамоновича. Ему в феврале 18 марта исполнится ровно 100 лет. Вот поедем мы поздравлять его. И вот эти лапти, он все 80 лет делал, вытачивал сам. И коромысло, рубашки сам шил ручной машинкой. Ниток, вот что-то вязать или этих не было, распускал, наматывал на бутылку, горячей водой наполнял, выпрямлял, заправлял машину. Удивительный человек. Да, вот там его, вот белый фуражка там есть, видите, белая фуражка. Справа это фуражка шофера из кинофильма «Бриллиантовая рука», таксиста. А это Терентия Парамоновича Дверенина. Он сам сшил из мешка сахарного материала. Третья фуражка. И даже такой интересный человек. Ручной машинкой. желание тяги Герман. Ну, дальше продолжим. Когда он принес в этих коробках, они даже не разрезаны были, коробка, в упаковке. Я так драгоценность разрезал, там полиэтиленовые эти пакеты, запаянные были, кожей пахнет. 3 новейших аппарата он так безвозмездно подарил. Да еще плюс еще баян тульский. Он где-то там стоит. Часы, понятно. Тут вот купил Меридиан приемник специально в разобранном виде, ну, чтобы дети видели, из чего что-то внутри еще находится в этих приемниках. Там. Это так, внутренность приемника. Но это тоже мне подарили. Здесь внизу вот тоже приборы. Это усилитель для электрогитары. Это я собирал сам. Хотел электрогитару усилителем делать, но не довел до конца. Прибор для проверки транзисторов тоже моя рука. Радиолюбитель.
производства разных времен. Промышленности. Да. Советский период. Да, советский период, да. Все тут есть. Которую теперь, кстати, уже не застать. Его нет теперь. Да. Ну, вот здесь тоже интересно, мне нравится. Этим сумкам, наверное, уже полвека. Но не меньше. Это выцвел весь выцвел. Клеймо, герб города Чебоксары. Самый главный. Наверное, Ладыкова предложу, вручу одну сумку, пусть молодец производство. Да, на всю страну. Ну, понятно, тут термосы китайские, сахарная, упаковка. Вот как раз Евгений, его подарок. Ну и банки, прочее, вот кофе и всякие баллончики там. Ну, термосы мы выпускали в то время. Ну и продукции, водки, я уже говорил, столичные там. И вот это 54-го года электрочайник вот этот. Это духи Красная Москва, это мои личные. Не допользовался сюда. Мы уж не помним, как она пахла тогда. Николай Михайлович, Это был шикарный одеколон. Что бисток был? Чайник. Какой хороший чайник умели делать? Чайник, это выпуска 1954 года. Там сбоку есть выгравирована подарочная надпись в 1957 году. Новейшие, внутри все, никаких спиралей, все вставленное, залитое. Ну, И действующий. Да, Я скажу, что я подобный чайник никогда не видел. вот. Это какой-то... Сделано в СССР. Да, шикарный чайник. Да. Водка тоже сделана в СССР. Ну, само собой. Я скажу, вот этот чайник, он бы и сегодня пользовался спросом Да. у населения, но, к сожалению, уже ничего нет. Единственное, что можно было добавить, там автоматический отключатель. И все. Да. Вот остальное, да. Надежные, Да. не как китайские. Безмен. 1800 каких-то годов, да. Да, это все не проржавело, это медная чаша, тарелка, латунные оболочки, там метки В есть. очень хорошем состоянии. Да. Ну, это деревянный поднос, можно сказать, привезенный из Сахалина. Я полагаю, может быть, это японское даже. Мы, говорит, приехали, родители, и же японцы убрали оттуда, у них такие культурные домики, говорит, остались там. Ну, это дерево какое? Я не знаю, там она треснула, и сзади там пластинка так. Она предполагает, наверное, ихняя, говорит, там, от японцев осталось. Ну и посуда, хрусталь, ценность советского зажиточной жизни. Разные есть. У кого есть хрусталь, это хорошо живет. Даже рядовые курильщики пользовались хрустальными пепельницами, не просто там встряхивали. Я скажу, вот даже мебель производили в квартирах большими, и в них накапливали вот эту хрусталь. Да, Но сегодня, конечно, этот хрусталь уже не востребован никем. Образ жизни Разные изменился. посуда, назначение. Вот это очень хорошее, надо возобновлять, даже можно возобновить. Да, выпуск. очень Вот практичный это дорожный набор. Да. Там мыло, паста, щетка, вот 2 штуки. Биди, Дарили, да. Чего не найти Вещи. сегодня. Да. Ага. Вот мыло Магнолия, 27 копеек, не распечатанные. Зубной порошок, 6 копеек, не распечатанный, особый. Бинт сколько стоит? Бинт 14 копеек. Бинт. 80-й год. 14 копеек, да. Бинт. Медицинский, магновый. Вот и банки, кстати, есть для массажа. Да. И там есть сверху, и тут это тоже массажная такая, шариками. Это крышки для консервирования, то, что боксары делали. Ну, много выпускалось всяких разных вещей. Киди даже. Бытового назначения. Там вот хлебница, с той стороны смотрели. Даже 5 штук. То есть это Чебоксарский завод Чувашкабель. Чувашкабель, Вы да. замглазно, да, ходили? Всякие было. Да. Из медных полок. Отходы оставались у них? Отходы. И вот они дробили, Художник, делали, главное, да. да, и Миллер Тибер. Молодцы. Ой, мотор. Ну, здесь опять хрустальная пепельница.
Ильич во многих домах портреты были. Картинки. Ну вот Я что... вижу Гагарин здесь. Да, там все космонавты. Вот посмотрите, там это резиновая обувь с края. Особенно вот женщинам. Девушки, вы хотели, обращаю ваше внимание, вот сапоги, вернее, галоши на каблуках. Первый раз вижу. Да. Я впервые увидел. Но это чебоксарское производство. Нет, это Санкт-Петербург, наверное, Краснооктябрь, наверное. Нет, не здесь. Но галоши красные вот эти. А вот сбоку, смотрите, каблуки видели? Вот каблуки. Да, вот каблуках, да, Вот справа. отсюда, отсюда. А тут вот Каблуки видны. Он каблук видел. Вот, показываю. Ага, да. Я не поверил было, мне говорят, да, в 50-х годах мы, говорит, девушки ходили в этих галошах, но чтобы пятки не утопляли, мы клали деревянные, говорит, плашки туда. У кого не было туфель кожаных. Ну, про фуражку таксиста я говорил, это Терентия Парамоновича, Мулинени, это наша чебоксарская продукция.